В результате непрерывных дождей и потепления более десятка районов республики оказались в водной блокаде. В связи с повышением температуры и выпадением осадков на территории Хайбулинского района произошло подтопление придомовых территорий и дорог. Такая же ситуация коснулась деревню Сайраново и Шимбайского района. Там для местных жителей был организован пункт временного размещения, но эвакуация не потребовалась. Кроме того, на контроле у спасателей и Баймакский район. Ширина перелива дороги Баймак-Семеново-Первомайская 3 метра. Организован постоянный мониторинг. Все экстренные службы региона находятся в постоянной готовности. Организована круглосуточная и слаженная работа оперативных противопаводковых штабов. Администрации городов и районов находится в постоянном взаимодействии со всеми службами. В целях минимизации негативных последствий половодья и ослабления ледового покрова продолжаем проведение превентивных мероприятий, в том числе взрывные работы на территории республики. Все необходимые мероприятия, направленные на недопущение возможных негативных последствий весеннего половодья, будут продолжены. Ситуацию держим на контроле. Приход большой воды зафиксирован также в Туймазинском, Стерельбашевском, Зианчуринском районах. Кроме того, потопление отдельных участков наблюдается в Уфе, Сибае, Давлеканово. Спасатели Главного управления МЧС России по Башкортостану работают в режиме повышенной готовности. Ожидается, что уровень воды в реках республики в этом году будет выше среднемноголетних значений. Поэтому контроль усилен и количество гидропостов в регионе доведено до 57. С целью разрыхления ледового покрова и безаварийного пропуска весеннего половодья на реках проведены взрывные работы. В Башкортостане в зону потопления могут попасть 313 населенных пунктов.